Jak ja Добрий день. У ефірі Радіо Свобода. З вами Галина Бакончик. І ми розпочинаємо пряму трансляцію з Куропату, де зараз розпочинається, чи вже відбувається акція протесту супроти забудови поруч з урочищем будинка, офісного будинка з будованими крамами, які вже тут будуються кілька днів. І кілька днів усі ці дні триває акція протесту громадських активістів, місцевих людей супроти цієї забудови. Зараз ми знаходимося тут біля будівничої пляцовки. Тільки що літерально за кілька хвилин активісти, місцеві люди у віку спробували розчинити ці ворота, спробували повалити ці плот, який огороджує будову. Такі активні дії люди тлумачать тим, що вони не можуть тривати, коли порушається закон, коли порушається мораль людська, бо тут, на месте этой будовы, где уже заливаются цементные плиты, видать, основа под некий фундамент, литерально за несколько метров тут знаходится урочище Куропати. Як свідчать місцеві жихари, на гэта будаўніцтва яны сабралі больш за 600 подпісаў супраць гэтага будаўніцтва. Яны звярталіся ў вышэйшыя дзяржаўныя структуры, мясцовыя органы ўлады, аднак ніхто іх не пачуў. Іхняга пратэсту ніхто не пачуў. І не чуюць пратэстаў цяперашніх, сённяшніх, якія распачаліся адначасна з гэтай пабудоваю. Вельмі коротка раскажу храналогію падзеяў, якія адбываюцца літаральна гэтымі днямі. У чацвер, это уже 4 дні тому, як сюди, на гэтую пляцоўку, приехала будаўнічая тэхніка. Раніцай, калі людзі сашлі на працу, о 9 ранку, тут приехала вялікая колькасць самазвалаў, экскаватараў, якія імкліва пачалі будаваць пляцоўку. Літаральна ў панядзелак, о 8 раніцы, грамадскія актывісты Маладога фронту зладзілі тут такую акцию протесту. Яны поставили намет пасярод гэтай будаўнічай пляцоўкі і заставаліся тут больш за суткі, пільнуючы гэтыя працы, не дазваляючы, перашкаджаючы тэхніцы рухацца па пляцоўцы, спрабуючы перашкодзіць гэтым працам. Але цягам ночы будаўнікі тут таксама заставаліся, заставалася міліцыя, яны тушылі вогнішча, сварыліся, пагражалі. І вогуле будаўнікі незвычайна паводзяць сябе. Яны паводзяць сябе так вельмі з такім выклікам. Вступаюць у спрэчкі з ахоўнікамі, вітанні такія перадаюць. То есть такія вельмі самаўпэўненыя. І самае цікавае, што актывісты пазнаюць у некаторых з іх паперапрананых міліцыянтаў, яны сведчаць, як сведчаць актывісты Маладога фронту, яны бачаць у гэтых людзях тых міліцыянтаў, якіх сустракалі ў Раус падчас ранейшых затрыманняў. Так вось сёння днём гэтыя людзі выштурхалі, проста сілай выштурхалі актывістаў Маладога фронту за агароджу, зламалі намёт, перакінулі яго праз плот і цалкам закрылі гэтую будаўляную пляцоўку, цалкам яе ўжо абгарадзілі. Ну і вот на гэтую сілавую акцыю грамадства як бы далучылася. Вот зараз у гэтую хвіліну тут збіраюцца мясцовыя жыхары. Людзі рознага веку абсалютна, у пераважнай бальшыні это сталага, якія кажуць, што яны тут пражылі ўсё жыццё і не мелі ўяўлення, што тут нешта збіраюцца забудаваць, што з імі ніхто не раіўся. Ну, зрэшты, зараз мы паразмаўляем з самімі людзьмі, няхай яны самі скажуць, што яны думаюць пра гэтую сітуацыю. Ось тут група мясцовых жыхароў сабралася. Добрый дзень. Журналісты Радыё Свабода. Зараз мы ідзем прамую трансляцыю, прамы эфір. Мы уже дали.
У вас є шанс сказати про те, що тут відбувається. По-перше, хто ви, скажіть, коли ласка? Чому ви зараз тут? Ви місцеві жихари, чому ви сюди прийшли? С этого дома. Живем уже здесь больше 30 лет. 78 года. Да, 78 года. И когда-то это была зеленая зона, и мы хотели сделать для себя платную парковку. Парковка для своего личного транспорта. Нам не разрешили. Но нам Мингорисполком и Советского района нам запретили, сказали, что не позволяют санитарные нормы. Ну, на данный момент мы видим, что все санитарные нормы уже соблюдены. Соблюдены, да. Строится такой большой бизнес-центр. Объект. Тем более строится он вот всего 2,5 дня. Очень быстро, мгновенно. Вот. С декабря месяца мы собрали 1500 подписей вот с наших домов против этого строительства. Мы обращались во все инстанции. Это было в декабре. Январе. Да, и в январе. Мы дошли до администрации президента. До сих пор ни одна организация, куда мы обращались, не дала нам никакого ответа. Хотя все говорили, что нам дадут ответ через 2 недели. К сожалению. Здесь мемориальный комплекс Куропаты, около которого нельзя ничего строить, в общем-то, где-то на 500 метров. Ну, это все нарушено. Ну, и вот, к сожалению, вот так вот происходит такое. Да, и Лес- хотелось бы нашим депутатам сказать спасибо большое. Мы их очень ждем в гости, поговорить, обсудить этот очень наболевший вопрос. Но на данный момент никто не изволил желания не прийти, не общаться с народом. Депутат Сокол у нас Сокол депутат, мы к нему тоже обращались. Он сказал, что он не в курсе дела вообще, что здесь Если он не в происходит. курсе дела, пожалуй, наверное, стоит тогда в таком случае поднимать вопрос об отзыве депутата. Раз он не в курсе, о чем думают его выборщики. Приступить к своим обязанностям. Неважно, когда он переступил, он должен быть вообще в курсе и интересоваться. Если с декабря месяца поднимается этот вопрос, почему он до сих пор не в курсе? Я вообще не знаю. Выбираем депутатов. Выбираем. Мы ходим, По ходим. типу. Да. Речь идет о том, что проходят выборы депутатские, а кто туда при этом попадает, мы не знаем. И чем вообще Но если занимается уж он депутат? назначен- Это их непосредственно работа. Именно непосредственно работа, встречаться и решать эти человеческие вопросы. Ну, Что вот так вот. К сожалению, вот такая у нас ситуация во дворе. Мы и так дышим вот этой вот кольцевой бесконечно. Здесь была у нас большая аллея. Вырубили вчера все вот эти вот деревья, которым было по 30 лет. В самый первый Вот. день все вырубили. Я сама лично видела через окно, когда в первый самый день, как только нагнали кучу техники, вырубили в этот же день все деревья. Маленькие, да, пересадили. Тут я ничего не скажу. Но все большие деревья были вырублены. Видели, как они их вытаскивали, они без корней, они не выживут, эти деревья. Это уже другой вопрос. Вопрос в том, что в самый первый день тут же вся была зелень уничтожена. Какую только они смогли здесь это найти большую. Вот. Я вообще в Они ужасе. выковыривали куст, а его взяли, подняли, и видите, что сделали? Это специально вот обгородили. И там еще у нас, там еще одно дерево. В общем, я не знаю, скотское отношение к людям совершенно. Никакого уважения, никакого... У меня вообще нет слов просто никаких. Что-то нужно делать. Что-то нужно делать с этим всем, что власть так относится наплевательски к гражданам своей страны. Я не знаю, что с этим делать. Наверное, мало демонстраций. Наверное, действительно нужна революция. 17-й год. А нам все. 17-й год. Да, время Февральская подошло. революция, как раз она есть февральская революция. Да. Все правильно. Да, хотелось бы увидеть и заказчика, и строителя, и хозяина всего этого объекта, чтобы он нам все это объяснил. Каким Кто образом в хозяин, 2014 кто году застройщик, да. удалось вывести эту территорию? Кому удалось ее вывести из охранной зоны? Каким образом? Вот очень хотелось бы узнать. Вопрос. Кто, каким образом и за какую сумму денег? Скажіть, будь ласка, ці ви у своїх от дописах ставили це питання, коли ви писали у державне... Писали. Мы писали все. Мы и об этом участке писали. Мы писали вот там о садике. У нас садик стоит бесхозный уже, наверное, лет 15. Вот. В нашем, лет 15. Да. В нашем районе нет садиков, это самое. Вообще практически очень мало садиков. В садиках огромные группы. Да. Стоит этот садик, тоже непонятно, чей это. Там говорили, что кто-то выкупил будет отель там. Сейчас непонятно там что. В общем, и
что называется, вкладываются деньги в недвижимость. Как только появляется вариант заработать больше, недвижимость снова перепродается, и таким образом, я думаю, люди выживают. Те, кто покупает это все. У кого есть эти деньги? Вопрос, где он берет эти деньги? Наверное, из наших налогов. Гаворка про что? Про... Ці можна говорити тут про законність. О какой законности идет речь? Это, знаете, как говорят, друзьям нет закона. Закон для нас, а друзьям законов нет. Не нужно. Скажіть, будь ласка, ну от ви сьогодні бачили ночі тут дежурили активісти, да. Да. Да, ребята дежурили, да, все. Ці ви їх підтримуєте? Так? Подтримали. Мы одобряем их Подобраем действия, их то, что они действия, делали, и носим одобряем. им еду, и поддерживаем их. И переживали за них всю И ночь, кого потому что... приносили, и бутерброды такие приносили. И вчера. И видели, как их били, здесь как избивали. Покалечена рука одного молодого человека. Люди замерзли, мало того, эти строители бросались с лопатами на этих самых ребят, когда они Тракторами, скидывали с забора, тракторами Это вообще давили. беспредел какой-то полный. Здесь Мало стояла того, у еще них палатка, угрожали была палатка, уголовными флаг делами висел, по взяли типу палатку, того. выкинули через забор, порвали флаг, раскидали их тут одежи, их вещи валялись. Но это же не солидно. Я представляю, можно так попросить уйти, но силой заставлять и избивать молодежь, это не солидно, это некрасиво. Вечером они Притом повреждали все сами строители, забор, они взрослые кусачками люди. резали. Потом говорили, мы напишем заявление, что это вы повредили имущество, и к вам будут еще имущественные претензии со стороны фирмы. Ну разве так можно делать? Бартер, это самое, это что, не рабочий? Администрация района, что она? Почему она? Никто не приезжает. Мы все писали. Ну есть прокуратура в конце Мы концов. сдавали в прокуратуру. Мы сдавали прокуратуру, сдавали в декабре. Ну так что тогда выходит вообще у нас беззаконие? Это такое обстоятельство, что Ну здесь так очень надо Лукашенко, Что за беспредел творится? В декабре Ну. мы все отдали в прокуратуру, в Министерство культуры. В интернете написано, стройка идет с нарушениями, График. Ну, в смысле, да. с нарушениями. Да. Но это зеленая зона, они взяли, сократили ее со 100 метров до 50. Вот. Незаконно они это приобретен участок после того, как решение было принято. Это все, здесь нарушений очень много. И ответ искать надо. Надо искать где-то ответ в прокуратуре, по-моему, а не у Мы кого-то. отдавали в прокуратуру, мы отдали в А администрацию. почему они президента. ответ вам дали? Нет еще. Ну так а в чем дело? Надо Было ждать. в декабре месяце. Есть. Сколько ждать, если с декабря месяца поданы все вопросы? Мы в В декабре декабре отдали нет все. ответа. Ну тогда что делать? Революцию? Чому так відбувається, як ви думаєте? Чому так відбувається? А? Так, а за- Почему так отбывается? Ну это, я думаю, что быстрее всего, что здесь преследуются корыстные интересы. Здесь коррупция у нас процветает отлично, но здесь быстрее всего, что личные интересы. Все. Власть преследует личные интересы. Им заплатили, они дали разрешение. Все. Дякую велике. Так, ми почули міркування місцевих жихарів, а зараз підійдемо ближче. Тут громадські активісти так само звертаються до будівників зі своїми пропановами. Зараз ми поглянемо, що тут відбувається. Скажіть, будь ласка, що, які пропанови зараз? Назовіть, будь ласка, хто ви, що ви, які пропанови? Герась Лукашевич, Олесь Лаганець пропонував написати диктовку, 3 абзаці з артикула Зеленого Позняка «Куропата. Дорога смерті» у День родної мови. Вирішили написати диктовку. Прям Тут будуть писати диктовку хто? Самі ті люди, які прийшли сюди? дільники пікету. Пропонували всім жихари, активісти, політики, всі, хто жадає. Дякую велике. Олесь Лагвінець, чи можна ваших кілька слов коментару? Ну вот, зараз будемо писати бутилку. Олесь Лагвінець зараз роздає тексти диктовки. Я не роздаю. Мы раздаем Баберука писать диктовку. Мусит быть символичное деяние. И вот это одно символичное деяние. 3 червня 1988 года з'явився артикул, від якого все почалося. Зенона Позняка, написаного разом со Шмигальовим, относно Куропатов. Куропаты — дорога смерти. Вот мы напишем и попробуем причепить вот тут, хай они читают. Можна сказати, що подмова ж була Василя Бикова. Мета вот такой акції. Любое символичное солидарное деяние має значение. Дякую велике. Что пропановали? Ці пропановали будівникам, що нам відказали? Один хотел почитать, но у меня такие в одном экземпляре текст. Мы потом им покинем. Есть информация точная, что вот здесь именно места захоронения?
Справа в тым, што тут вакол мусіць быць сапраўды ахоўнай зонай, так? Гэта ганьба будаваць тут, пачынаць будаваць тут, калі праз дарогу знаходзяцца месцы пахаванняў, яны і тут знаходзяцца. Я дакладна не ведаю, так, шчыра кажу, але у кожным разе тут, ладно ўжо стаяць, так, але больш нічога не павінна будавацца. Гэта прынцыповая рэч. Ахоўная зона тут была. Ее незаконно как раз прибрали, и только на этом грунтуется решение Мингевроканкама, которое обовязково треба отменить. Зовсім недавно тут на это была оховная зона Куропатов. Не знаю. Я не уполноважен говорить за всех тех, кто обороняет это место. Я так сам. Любое сімвалічне дзеянне, любы ціск на ўлады мае сэнс. Вот мы просто все разом потребуем, как спынился вот это. І будаўніцтва гэтага будынка, там, дзе зусім была недавно ахоўная зона Куропатов, это Написання диктовки під а так само будівників, які тут знаходяться за кольки Куропати, дорога. Я не напишу, Саш, я уже не помню. Я только понимаю, а так как собака хвостом виляет, все понимаю. Читай спочатку сказку, потім початку. Чоловік, вони говорять, ми город Зміцький. Існує з'їм злочинець. Чоловік, перепрошую, чоловік, що зробив злочинство, і існує з'їм злочинець. Очистился, стал человеком. Кто покаялся и про спокуты сумлення, сором и боль вернулся у початок. Кто покаялся и про спокуты сумлення, сором и боль. Хто покаявся і про спокути сумлення, сором і боль, вернувся в початок, як творить добро, той очистився, став чоловіком. Вось де духовна сутність життя і смерті, вічності і безсмертя. Вось де духовна сутність життя і смерті, вічності і безсмертя. Еще раз. Вечности и бессмертия. Потребование усей правды об злочинствах лічбами 1930-50-х годов – это голос народного сумления. Потребование усей правды об злочинствах 1930-х, 1950-х годов – это голос народного сумления.
Потребование всей правды от злочинцев 1930-х. Ну, таким чином Олесь Лагвінець працягвае зачитывать тэкст, урывак з тэксту Зенона Пазняка і Євгена Шмыгалёва «Курапата дорога смерці». Людзі пішуць дыктоўку, а тэхніка тым часам працягвае працаваць. Тут ёсць большыя і меншыя бульдозерчыкі, экскаватары, яны пад'язджаюць, працуюць, як бы ствараюць так даволі моцную шумовую атмасферу. А вось актывіст Маладога фронту Владзімір Яромінак спрабуе перашкодзіць гэтай працы. Вот он падышоў да гэтага экскаватара і трымае, не даючы працаваць. Сёння я нагадаю, што Владзімір Яромінак пацярпеў тут на гэтай пляцоўцы, калі выкідвалі в палатку, калі выштурхоўвалі актывістаў з пляцоўкі будаўлянай, то яго пашкодзілі руку, яго рука была ўся акрываўленая. Тым не менш, вот маладзёны ізноў спрабуюць супрацьстаяць усімі магчымымі даступнымі сродкамі, каб эта будоўля працягвалася. Ну, урэшце трактор заглушылі, але працоўнікі тут стаяць побач. І трэба сказаць, што працы тут вядуцца проста бесперапынна. Тут няма ні секунды і ні хвіліны, каб працы не вяліся. Вот яшчэ сёння мы бачым такую цэгляную пляцоўку на тэрыторыі гэтай забудовы. Яшчэ ў дзень, калі маладафронтаўцаў выштурхоўвалі адсюль з пляцоўкі, это было прыкладна о 12 гадзіне дня, то гэтай цэментовай падмуроўкі яшчэ не было. То есть за некалькі гадзін уже была расчышчана пляцоўка, заліты цэмент, вот гэтак хутка вядзецца гэтая праца. Ну, пакуль працягваецца напісанне дыктоўкі, мы паразмаўляем яшчэ з людзьмі, якія сюда прыйшлі сёння, якія тут таксама удзельнічаць у этой акцыі пратэсту. Калі ласачка, назовитесь и скажите, кто вы? Я ведомый режиссер, актор Алексей Турович. Состою в БХД у Павла Свернца. Зараз я спрабаваў гэтыя заборы убрать. Але чамусь усе глядзелі, а іх было там десяткі гэтых кагебістаў, гэтых строителей невядома откуда ўзятыя. І калі тут все здымалі, корэспандэнтаў тут дуже было, калі ўсе здымалі, то, прабачце, я нічога зрабіць не мог. Зараз гэтыя КГБ глядзяць, кантралююць мяне, бо зараз, калі я пайду, яны, напэўна, мяне захацяць арыставаць. Але я не баюся, бо я ведаю, што тут робіцца на касцях наших дзядоў, наших сынаей, якія тут пагіблі у застенках гэтага КГБ, на гэтых касцях яны будуюць нейкі офіс, нейкі магазин. Гэта злачынцы, гэта прыступнікі. І вось яны переадетыя, амапаўцы, переадетыя, забачу, у цывільнай касках, як быццам яны тут строителі. На самай справе яны ніхто, яны зараз працуюць на гэта КГБ. Гэта усе тут КГБшнікі, і таму зараз так цяжка што-либо зрабіць. Але мы не боимся и не будем бояться. Жыве Беларусь! Дякую. Вось такое меркаванне, і сапраўды гаспадар Турович спрабаваў тут больш актыўна дзейнічаць, але мясцовыя жыхары, ну як мы бачым, тут людзі сталага веку, яны не падтрымлівалі яго ў гэтых такіх сілавых дзеяннях, і таму ўсё як бы вельмі хутка скончылася такое супрацьстаянне сілавое. І пакуль што існуе такое псіхалагічнае і маральнае. Спрабуюць будаўнікі працаваць далей, нібыта нічога не адбываецца, ну але ім, вот як бачым, не даюць гэта рабіць актывісты.
Ну, от пакуль ще працягваюць пісаць дыктоўку, мы таксама паразмаўляем з людзьмі, якія тут падышлі з мясцовых жыхароў. Тут уже група людзей крыху маладзейшых. Добрый дзень. Паразмаўляем з вами. Скажите колькі словаў. Вы тут чаму? Ці вы мясцовыя? Мы местные жители, мы, конечно, против то, что происходит здесь. Потому что нам не нужен бизнес-центр здесь. Нас не спросили об этом. Бизнес-центров в Зеленом Луге очень много. Они стоят пустующие, сдаются в аренду. Вывески висят. Просто уже сколько лет они сдаются в аренду. А нам решили подарить очередной бизнес-центр под нашими окнами. Мы этого, конечно, не хотим. Нас не спросили об этом. Никакого обсуждения и не было никакого оповещения должного об обсуждении. Кто выловил в интернете, тот и попал туда. Тем более стройка проходит с нарушениями. План еще не утвержден, стройка уже началась. Очень быстро все это развернулось, очень быстро идет строительство. В течение 2 дней уже все боятся чего-то и просто торопятся застолбить место. Убрали. Во-первых, это строится на придомовой территории, на территории детской площадки, на территории спортивной площадки. Здесь вырубили красивейшие деревья. Нам настолько жалко этого. Нас лишают уголка какого-то свежего воздуха. Какие-то деревья, которые нас защищали, и нас лишили площадок. Просто это немыслимо. А што скажаце пра тое, што гэта побач з курапатамі? Ці вы увогуле пра гэтае месца ж вядома? Да, мы видели этот план, который был откорректирован. Такое впечатление, что специально под закупку вот этого участка, потому что по датам, вот то, что мы в интернете смогли прочитать, по датам, получается, произошли торги, и это место было продано в тот момент, когда еще здесь была территория охранная, как она называется? Охранная зона. Охранная зона, да. И потом уже позже пересмотрели этот план. И границу отнесли ровненько туда, дальше, для того, чтобы это место очистить и на нем разрешить строительство. Ну, то есть такое ощущение, что прям, ну вот заказное все. Настолько белыми нитками все шито. Мы против этого строительства. И в плане куропаты, в плане нарушения экологии, всего. Не нужно здесь 5-этажное здание, вот это бельмо в глазу. Что побач с куропатами поменяли зону? Ну это, конечно, это... Ну вот мы знаем то, что знаем из интернета, но это, конечно, возмущение. Такое нарушение закона, ну, я не знаю. Очень жалко, очень обидно, что местных жителей некому защитить просто. И даже не знаем, куда обращаться. Вот протягивается акция. Не доезжаючи до кольца. Трымаць актывістаў. Не доезжаючи до кольцевой дороги. Існувала яшчэ вёска. Існувала яшчэ вёска. Зеленый Луг. У пачатку 1970-х гадоў на паўночнай ускраіне Мінска, злева ад Лагойскай шашы, не доезжаючи до кольцевой дороги, існувала яшчэ вёска Зеленый Луг. Наступны сказ. Старожилы яе рассказали нам. Старожилы яе рассказали нам, что за 2 километра на полночь от вёски поміж Кольцевой и Заславской дорогами, на полночь от вёски поміж Кольцевой и Заславской дорогами у лесе. Андрей Мельников працягвае читать текст, урывок с артикула Зянона Пазняка и Евгения Шмугалёва «Куропаты. Дорога смерти». Люди працягваюць пісаць дыктоўку, фотокарэспандэнты працаваць, іншыя спецыялісты таксама. Кожны день
и кожную ночь расстреливали людей. Кожний день і кожну ніч розстрілювали людей, яких привозили сюди на машинах. Конец сказано. Две сказочки. Старожилы ЯЕ рассказали нам, что за 2 километра на полночь от вёски поміж Кольцевой и Заславской дорогами у лесе с 1937 по 1941 год кожний день і кожную ночь розстрілювали людей, яких привозили сюди на машинах. Конец сказу. Наступний сказ. Там на узгорках стояв старий борт. Там на узгорках стояв старий борт. Вокол ляси і глухмень. Вокол ляси і глухмень. Конец сказу. Увесь сказ. Там на узгорках стояв старий борт. Вокол ляси і глухмень. Наступний сказ. Давала гору гектаров з лічбами 10-15 був обгороджений високим. Був обгороджений високим, вишей за 3 метри, щільним дощаним плотом у накладку. Был обгороджений високим, вище за 3 метри, щільним дощаним плотом у накладку. Дошка на дошку. Ми бачимо, ніхто навіть не прийшов і помог. Ну так. Я все бачу. Давала гору гектаров 10-15, был обгороджений високим, вище за 3 метри, щільним дощаним плотом у накладку, дошка на дошку, обтягнутим зверху колючим дротом. Конец сказа. Наступний сказ. За плотом была охова и собаки. Конец сказа. Весь сказ. За плотом была охова и собаки. Наступний сказ. Людей возили сюди по гравійній дорозі, що вела від Лавойського тракта на Заславль. Людей возили сюди. Таким чином протягується написання диктовки. Людей возили сюди Олесь по гравійній дорозі. Андрій Неліков протягує читати текст, а тим часом місцеві жихари так само підходять, розмовляють поміж собою, обмірковують цю подію. І ми так само будемо так само розмовляти з людьми, слухати їхні коментарі до того, що відбувається. Людей возили сюди по гравійній дорозі. Вела з Лавойського тракта на Шлях той називали тоді дорогою смерті. Шлях той називали. Так нават відбувається, що тут літні пресові конференції дають саме місцеві жихари, бо Ничто так бачимо, этого мама з нет, маленькою и этой дівчинкою. проблемы не существует. Поэтому власть, как всегда, от нас повернулась к нам, как всегда, спиной. И местные жители
благодаря активистам пытаются сделать что-то и пытаются это остановить. А чему вы сегодня? Потому что я против этой стройки, это моя гражданская позиция, это мой район, где мы выросли, куда мы ходили с детьми гулять, это зеленая территория, поэтому мы хотим отстоять наше право гулять. Во-первых, здесь нет подъездных путей, я думаю, что это не тот объект социальный, который нужно строить именно здесь, на Костях. А можна попросити вас представитися? Меня зовут Татьяна. Тетяна, що ви відаєте от про Куропати? Тут місцеві жителі відають про це, що кажуть? Местные жители, конечно, знают про это. Даже в школе давно, когда мы учились, нас приводили сюда, здесь были экскурсии. Наши учителя по истории нам рассказывали про репрессии, которые были. Понятно, что там висит табличка, и в 94 году, когда был Клинтон, мы прибегали, все смотрели, видели. И самое ужасное то, что Клинтон был, Лукашенко нет, да, всем это известно, это позор. Что думаете вот про эту ситуацию, что тут из снова когось начинается это выбывание? Ну, мне кажется, кто-то заплатил огромные деньги, кому-то это просто нужно. И местных жителей, как всегда, забыли спросить. Насколько это вам подается морально? Это не морально, это не этично, это противоречит всем законам и христианским, и человеческим. Строить на Костях нельзя, это кощунство. Дякую велике. Ну, ваше міркування, це міркування ваше, це, як вам подається, от ще Жихаров, тут ближайших домов, вашего дома? Ну, сложно сказать. Лично я представляю свою позицию, отвечаю только за себя. Кто против, тот здесь. Ну, как бы, в силу своих возможностей люди, конечно, работают, но после работы люди приходят, ну, как-то поддержать и сказать свой протест, высказать свой протест. Дякую велике, дякую. Ми зараз підійдемо до інших місцевих жихарів, перепитаємо їхнього міркування. Як бачимо, люди виказуються і за себе, і за некую групу, за своїх сусідів, за своїх близьких. Кілька слов скажете нам, ви місцевий жихар? Я живу в дом 49, никакого обслуживания не было, я не видел, никаких объявлений, ничего. Бесполком звонил 17 числа уже 8-10 пришел, уже поваленные деревья были, здесь практически деревьев 15, наверное, 10-15, вот, и резали уже на такие вот чурбаны. Попытался звонить в исполком «Горячая линия», дали телефон начальника отдела по строительству, звонил целый день туда, дозвониться я не мог. Звонков 20 сделал, дозвониться не мог. Сегодня, вчера работал, сегодня, значит, звонила опять горячая линия, приемная исполкома советского и начальник отдела по строительству, никто мне телефон не поднял. Или, видимо, знаю, с какого телефона, наверное, звонят, не поднимают специально, или, ну, в общем, вот такая ситуация. Вы тут давно живете, так? Живем мы сначала, с самого, когда дом, 75-го года. Эти вот садили деревья, за наш счет это была детская площадка, спортивная площадка. И вы видите, какое тут вот просто скопление машин. Еще в то время было не рассчитано такое количество машин. Поэтому со стоянками тут вообще проблема. Тут в такой день, выходной или вечером, утром, в будние дни, подъехать вообще невозможно. Скажите, ласково, то, что тут побач Куропати. Тебе что-нибудь ранее? И, конечно, и побач Куропати. Как это вот такое место, все. Потом, тем более, я слышал, правда, сам не видел, не в курсе, но слышал, что когда вот на детскую площадку, когда тут какие-то работы еще, находили кости, видимо, могилы какие-то, это самое. То есть, вот, например, такая ситуация. И, конечно, экология, все. Здесь экспобел у нас, здесь кольцевая дорога. Скажите, ласка, вы вот живете тут давно і самі у чоловіка жив віку, так, пенсіонер, правильно? Так, ну, вам є з чим порівняти. Ви скажіть, коли більше прислуховувалися до міркування людей? Не коли у ті совєтські часи, ті зараз, ті уперед, інші. Ну, коли вам подобається більше людей от, зважали на їхнє міркування? Вы знаете, я думаю, что все-таки, наверное, у тех, по крайней мере, годов так, 30 назад, наверное, все-таки лучше прислуховывались, и где-то можно было быстрее выйти как-то
Вот. А сейчас я вот не мог даже день я не мог звонка ни одного, никто не мог дозвониться. Что вы думаете про это? Думаю, что просто вот люди, у которых есть деньги, скупают на то, что как это будет жителям, никто на это не обращает внимания. Вот что я думаю. Что можно тут думать? Ну, ви думаєте, це некий виключно бізнес, чи це все ж таки, влада мусить відказувати за цей бізнес? Як? Я думаю, что может, да, нет, должна отказывать, конечно, отказывать. Должно согласовываться предварительно с жителями, мне и другим, кто тут живет, жить, детей, внуков тут, это самое, они не так просто захотели, продали и кому-то это самое. Конечно, нет, да, должно быть так. Дякую вам, Вікі, дякую. Ну, ось таке міркування чоловіка вже сталого, який здолів навіть узгадати історію цього місця, здолів узгадати ставлення різних систем, різних уладів до людей. Це чоловік, який пожив і при комуністах, і у період розвалу Совєтського Союзу, і тепер вже при сучасній Білорусі. Ось таке його міркування про ставлення до людей. Є ще є місцеві люди, порозмовляємо з ними. Будь ласочка, звісно. От тут так само є люди, які приїхали, я так розумію, з іншого місця, так? Да, да, з Мінська, але я не живу тут. А чому ви тут тоді? Пришла почвара на нашу землю, на белорусскую. И в этой почваре абсолютно ровно, вот этой кости, абсолютно ровно. А мне это болит. Это мои продки, это моя краина. И нельзя будовать на костках людских, нельзя будовать нечто. Калисте годов 15 я уже стояла. Я была молодая, и я чекала неких перемен в Украине. И до сих пор чекаю и не бачу. Просто обидно вельми. На що складаєте сподівання? Ни на что. Ни на что. Я пессимист. Говорю, я Але ви тут сюди я прийшли? не могла. По-перше, я не могла не потриматися. Тих хлопців, які тут у наметі ночі. Я прийшла на перш, мусите за їх. Бо я не вірю, що це стояние нечто дасть. Я прийшла в Ташкевич. Це ще ті люди, яким віриш. Дякую, Вікі. Дякую, Вікі. Ну ось, молодий чоловік, я наскільки пам'ятаю, ви у свій час були оборонцем Куропатов. Так, Сержук Мацкой, Європейська Білорусь. В свій час я тут знаходився під час оборони Куропатов. У той раз ми... Коли? Це 2001 год. Я малюсю варту провел тут. Мы не дозволили побудовать кольцевую дорогу так, как они планировали. Мы не дозволили знищити меморіал. То же самое відбувається і зараз. Зараз фактично на костях, у 2001 году під керівництвом Спадарайова проводились археологічні дослідження. Прикладно ось в цьому місці, де зараз іде будовля, були знайдені стріляні гільзи, порешки обутку, грабенчики, монети. Что свідчить про те, що тут так само відбувалися забойства людей. Сьогодні ось у розмові з одним з керівників цієї будівлі висвітлився такий факт, що їх навіть немає на руках зараз проєктно-сметної документації з поетажним планом будинка з усім. На моє питання, а де ж ті документи, ті технічні документи, по яких ви будуєте, був відказ. Він знаходиться на допрацовці у будівничій установі, вищій будівничій установі. Звертайтеся туди. Що про це думаєте? Ну що, будовля фактично незаконна. Будовля ведеться з великими порушеннями. Ось, наприклад, навіть по той час, коли я стояв, розмовляв з ними, я знаходився під стрілою бура, а чоловік, який знаходився за рычагами бура, не мав права працювати. Однак він свідравав. Это уже порушение. Другое порушение, яке я зауважу, что краном выносятся тяжкие плиты за огороджу будовлі, что так само не дозволяется, есть порушение. Третье, по периметру будовлі, коли
ёсць небяспека таго, што пэўныя рэчы будуць выносіцца за будоўлю, павінен быць зроблены казырок, накрываючы казырок. Яго таксама няма. То есть фактычна, калі паглядзець, тут парушэнне на парушэнне. Сержук, ну вы напэўна можете параўнаць, калі было больш парушэнняў зараз і тады, калі будавалі аб'язную дарогу і калі было лягчэй абараняць, тады ці зараз магчыма абараніць увогуле, як вы думаеце? Зараз я ўпэўнены, што мы абаронім гэта месца, не дазволім будоўлю тут. Ну а лягчэй, ну я не ведаю, параўнаць вельмі цяжка. Ну адно, што мяне ўразіла вось за ўчарашні дзень, гэта стаўленне будаўнікоў. Калі ў той час з будаўнікамі мажліва было паразмаўляць і можна было нешта растлумачыць, і быў нават такі выпадак, што брыгада з Вітабска наогул з'ехала, калі яны зразумелі, дзе і што яны збіраюцца будаваць, то гэтыя працуюць як амапаўцы. Паказальны той факт, што былі збітыя хлопцы і ўчора, і сёння, і яны кідаюцца з кулакамі, яны мацярацца, карацей, поводит себя неадекватно. Подчас обороны Куропатова такого не было. Что про это думаете? Ну что, тут, я кажу, нема коментарів. Режим есть режим. Як деградує той, хто зове себе президентом, так і деградує його оточення. Ті, хто за його, будемо так казати, голосував. Дякую, Рікі, дякую. Нема за що. Ну, ось меркаванне Сержука Мацкойця, абаронцы Куропатова 2001 года, калі праводзіцца кальцавая дарога. Працягваюць таксама падходзяць людзі, і людзі нават з тэрмасамі і з гарбаткай. Мы зараз можам паглядзець, як людзі частуюцца гарбаткай. Скажите, калі ласка, принесли гарбатку, так? Так. Шабором гарбатку пьем. Холодно. Ну вы пришли, это что, сюда подтримать людей с этой гарбатой съем? А вы местного жиха? Я побач живу, не ў гэтым доме. Вы пришли с гарбатой? А што рабіць? Чаму, скажите, вот насколько это важное количество? Таму што гэтую будоўлю трэба спыняць. Таму што тут мы ведаем, што адбывалася ў Куропатах. Сёння паставяць той нешта
Я сейчас приеду. Я не буду, я не буду. Я скоро буду, если еще я Алло. Да, народу Ми бачимо літерально у кількох метрах від будови, от про дорожку. Тут і знову стоїть намет. Той самий намет, напевно, який сьогодні вранці будівники зламали і викинули з будівничої пляцовки. Тут поруч зі мною стоїть Улас Єромінок, який, напевно, більше допоможе тут ситуацію. Правильно, Улас? Я правильно сказала, той самий намет, так? Ситуацию, да, это той самый намет. Ну, покуль что вирішили ставить тут, яны нас могут на законных, в принципе, яких своїх основаннях вигнати оттуль, тому що це якби орендована територія. Але вони не можуть нас вигнати оттуль. Тобто ви збираєтеся притягувати цю вахту тут побач з самою будовою? Так, ми трохи змінили концепцію. Зараз ми розуміємо, що плот хутко відбудовується і якби на хуткость ведення праці це особливо їх не впливає, враховуючи кількість будівників, які тут працюють. Тому будемо блокувати техніку, яка буде підвозити матеріали, неколи додаткову їм техніку буде потрібна. Будемо старатися це все блокувати, як їх просто спинилося. Чи ви збираєтеся залишатися тут на ніч, так само, як і минулу ніч? Не факт. Ну, хлопці будуть, але особисто я можу не залишатися. Я ще не веду такого. Ну так, але агулом такі плани, тобто такое може бути, так? Ні, ночная вахта у нас буде. Ми знаходимося тут круглые сутки. Ці от відчуваєте ви сили у собі, от у вашій кількості активістів, зима, урешті-решт, відчуваєте сили супротистояти все ж таки вот этой будові, чи чекаєте, що буде підтримка більш активна з інших, ну, може бути, там, ці громадських активістів, ці просто місцеві громадські? Ну, як вам сказати? Конечно, по кількості людей хотілося б більше, тому що, зараз люди ввечері збираються, вчора ввечері люди збиралися. Як показує практика, днем до 6 чоловік знаходиться за боротьбою. Приходять місцеві жихари, які підтримують, дякую велике за це, підтримують і морально, теплими словами, і гарячі гарбати, і смачні їжі. Тому це, напевно, і дає сили, тому що, коли люди тобі вдячні за нечто, значить ти нечто робиш добре і правильно. Ці от справді скажіть на те, що можна тут попливати на цю будову. Ну, злеження того, хутка на якби не йдуть на перемови, скажімо, господарі цієї будови. Ну, глядите, повпливати на то, як тут нічого не будувалося, ми не можемо. Ми можемо заповолити працю. Дякую велике, Уласе. Ну, тим часом бачимо, що люди спробують спиняти автомобілі.
Я лечу, кировцы не виноваты. Нехай выезжай, завтра он сюда не заедет. Ну, ось таким чином ми бачимо діючі активісти, вони просто літерально фізично спиняють ці машини, спробують не дозволити їм тут рухатися. Ну і тим часом будівники так само вельми напружено визирають у слід. Вы не будете себе дорогу? Ты Петро будешь стоять. Усе протягує відбуватися в присутності невідомих людей, в присутності місцевих шоферів. Я есть и хочу стоять. Ну і як сказав Владимир Яроменок, активісти збираються заставатися тут ночі і так само пильнувати за тим, чи буде працювати техніка і будуть спробувати заїжджати на територію будови. Будівники тим часом загорожують ворота, зав'язують їх, і некоторі з їх, невідомо чи бачно це, але просто у нав'ютки працівній формі. Нібито не тільки що зараз опранули, а збудова вже йде третій день, але вопратка на їх просто новенька. Тим часом громадські активісти притягують заставатися на місце, застаються місцеві жихари, та ми будемо підходити, розмовляти з людьми, що вони міркують про те, що відбувається під вікнами їхніх домов. Як ми вже чули, люди кажуть, що переживають не тільки за свої двори, але й за ту ситуацію, що ця будова відбувається у зоні Ахови, урочище Куропати. Будем подходить к группе людей и размовлять с ними. Добрый день. С кем мы еще сегодня не размовляли? Я молодий, я тільки підключився. Криласка, долучайтесь до договорки. Ви тут місцеві жихарці приїхали просто на підтримку? Приїхав допомогти. Кому? Організації молодой. Ви з молоді БНР. Приїхали підтримати Могилева. Навіть з Могилева. Чому? Ну, тому що не плевать на ситуацию, яка твориться у стране, и потому что люди не могут до сих пор доведаться, чомусь эта постройка будова стоит, и чомусь власти не отреагируют на нее. Ведь, по сутности, я, честно, не ведаю истории этого места, но раз не один человек говорит про это, что тут захованные могилки, то я думаю, что они правы, и надо им допомогти. Я видел, как власти на это реагируют. Як? Как? Стоят, записывают с блокнотика. Я, не вельми ведаю белорусскую мову, потому что в школе не сильно, как говорится, прогуливал я занятия. Могу просто по-русски. Кажется, як вам зручно, как бы выказали все то, что вы переживаете в этой ситуации. Мне жалко просто людей. Жалко то, что они ничего не могут сделать. Много очень происходит,
это, я не знаю, вы будете по телеканалу? Ми зараз в прямому ефірі, ми з вами зараз говоримо на Радіо Свобода, пряма інтернет-трансляція. Давно мечтал на телевидение Ну, попасть. будь ласка. Ну ладно. На чем мы остановились? Тем, что Ви кажете, що люди не можуть добитися. Що ви маєте на увазі? правда. И не могут добиться даже влияния какого-то стране. По сути, у нас решают те, кто сидят за креслом, правильно? Молодежь ничего не решает. А второе, кстати, вот насчет молодежи. Почему власти не реагируют на то, что у нас больше 50% молодежи просто пьют, курят, наркотики и так далее? Ну, почему у нас не делаются площадки? Вот как люди говорили, они просили здесь площадку сделать. Почему площадки не строятся? Почему строится какая-то, не пойми что, за конструкция, в которой паспорт объекта висит, и даже не видно что-то. То есть просто паспорт объекта и просто что-то строится. Что они строят, никто не понимает. Самое интересное, привезли плиты, вырыли какой-то котлован, похожий на бассейн. Все. Никому ничего не объясняют. Если бы спокойно вышел бы представитель этой организации, объяснил, что тут строится, показал бы. Но я понимаю, что они не обязаны показывать. Но если уже придалось это публичной огласке, можно же просто выйти и объяснить, что люди, вот у вас есть объект, вот у нас есть распоряжение, то-то, то-то, кто это решил и так далее. И уже непосредственно, чтобы люди обращались к тому, кто это принимал. А не так, что говорить, мы тут строим, мы тут решаем. Все. Чому так відбувається, як ви думаєте? Чому? Чому нельзя зробити так, як ви кажете? Ви поможете людям і розмовляють нормально? Боятся. Хто кого? И эти люди, которые строят, генподрядчики и подрядчики, просто затопчут. Люди настолько уже, тут нервничают и настолько психуют, что это просто будет, здесь, как говорится, самосуд. Чому люди психують, як ви думаєте? Потому что никто не выходит, никто не разговаривает с ними. Можно же выйти спокойно, объяснить, рассказать и так далее. Но тут не поможет даже непростое не объяснение, ничего. Тут просто они, как люди говорят, что здесь на место могилки, возьмите, сделайте просто. Вы хотите для народа, как говорится, показать, что вам не плевать? Возьмите, постройте мемориальный комплекс здесь. Не спорю, не надо здесь детские площадки, мемориальный какой-то комплекс. Поставьте здесь этот и отнесите туда, в сторону. Что вы там хотите строить? У нас площади здесь, в Минске, точнее у вас даже, я сам не местный, у вас здесь в Минске площади очень много, которые не застроены. Многие квартиры, которые сейчас строятся, они даже не достраиваются, потому что нету денег. Вопрос, откуда взялись на строительство эти деньги? На то, чтобы сейчас положить плиты в течение полугода, застроить фундамент, а потом кинуть это все. А потом дети будут сюда фоткаться ходить, а потом будут в интернете появляться разные видеоролики на то, как они издеваются либо над животными, как у нас был такой случай в Беларуси, либо они будут здесь, что-нибудь случаться будет в том, что травма. Стройкой не ограничишь ты никак, и ты никак не закроешь. Здесь, если захотят играть, они не будут здесь играть. Як би ви охарактеризували агулом вот эту ситуацію в Україні? Агулом? Да. У приватності гетою, але чому так? Моя хата с краю. Вот так. Я здесь не буду делать ничего. Моя хата вот так. У меня все дома, около дома все нормально. Я здесь живу, я приезжаю, сажусь в BMW 7 серию или в Mercedes S-класса. Я приезжаю на работу, я говорю не про себя, Разумею, да. а про тех людей. Я приезжаю на работу, я выхожу, в пиджачке потянул, пошел, кофе попил, все, стою. А вы, люди, ходите дальше, орите, кричите. Я что все равно, у меня что все нормально. А вот когда у меня будет строиться, вот тогда я приду и буду орать. Зрозуміло. А з боку влади чому так відбувається? Влада? З боку влади ви вже характеризували, таку Я картину думаю, намалювали. у меня есть свое мнение по поводу Лады в том плане, что самый верх, кто у нас, он просто не знает о том, что творится немного ниже уровня. Потому что те, кто на нижнем уровне, конечно, никто не захочет терять рабочее место, если у него там оклад в несколько миллионов. А коли вот этой самый верх зараз бачить нашу з вами розмову? І вот Я думаю, не отреагируют. Я думаю, Что вы им сказали? Им сказать? Да. Просто рассмотрите вопрос. Я не буду категорически как-то высказываться в интернете, потому что это лично мое субъективное мнение. И я его никому не навязывал. Это лично я высказываюсь, и то, что мне, какой мой интерес в этом. Я говорю про то, что просто решите этот вопрос на уровне, как говорится, руководства. Это у приватности, коли вот до этой ситуации, а коли агулом до країни, подобной ситуации не было, что вы сказали? Нужно подняться, встать, выйти к народу, объяснить все по-нормальному, а не вот так вот скрывать. И все будет все четко. Дякую велике, дякую велике. Спасибо. Знаєте, як вас звати? Дмитрий. Дякую велике. Ви, Дмитрий, до речі, ви збираєтеся тут, не те сьогодні, чи ви збираєтеся сьогодні яким чином тривати, у залежності від ситуації, чи тут будуть працювати, як? Я пока буду здесь находиться, в том плане и в городе, и в области.
То есть меня вообще на акцию я как бы это узнал буквально потому, что по интернету, потому что оповестили, но слишком большой общественности придалось мнение, и поэтому увидели, заметили. Точно так же, как и марш этих рассерженных белорусов, тоже огласки огромные придался, потому что моментально разлетелось. Точно так же про эту ситуацию я услышал. Если бы у нас по телеканалам показывали, как говорится, не то, что надо показывать, а то, что реально есть, я думаю, и спокойнее реакция была бы людей, и как-то, находили бы общий язык. Но в том, что делать, конечно, строительство на тех могилах, как, они выражаются. Я просто, честно говорю, я не знаю тут, что было, какая ситуация до этого была. Если тут реально могилы были, так как это вообще можно было допустить? Вон поле стоит, ради бога. Вон там, кстати, за этим, за Экспобелом, площадка. Возьми, возведи строительный комплекс, вон тебе МКАД, выезжаешь, все, 10 минут ты на МКАДе, если даже оттуда с самого далека выезжать. Все, вся проблема решена. Если у нас проблема с теми людьми, у которых нет автомобилей, еще проще. Транспорт. У нас будут люди все платить, и у нас будут оплачивать и проезд и так далее, если он станет удобным. Правильно? Если вы будете заходить, вот вы зашли в автобус, вы не будете с бабками обниматься, так вот стоять там вот так, щемиться там к выходу. Если вам выходить через 2 остановки, вам надо весь автобус пройти. Правильно, если у вас будет стоять, как говорится, свободнее, будет много транспорта, правильно, вы заплатите за комфорт. Точно так же, как вы приходите в кафе, вы же платите за комфорт, когда заказываете какой-либо чай и так далее. Точно так же и в этой ситуации. Можно все решить. Дякую, Ольга, дякую. Спасибо. Вот такое міркування могилівчанина. Относно того, як можна було вийти з цієї ситуації, не створити мощних проблем. Тим часом люди залишаються, некоторі місцеві жихари вже сошли, бо було бачно, що людей було криху більше. Залишаються молодежь з червоно-білими стягами, червоно-білими. Старые гроши. Можно было покутить на этой гроши. Калиф можно было. Будем размовлять с этими молодыми людьми. Добрый день, молодые люди. Давайте знайомиться. Денис. Ради Свободи? Так, Ради Свободи, так. Ви тут чому зараз? От хлопцям допомагаю, оборонцям Куропатов. Як збираєтеся допомагати? Що допомагаєте? Покуль що будемо, поглядим далі, як буде. Зараз буде огонь, зараз розтопимо костер, далі поглядим, як буде. Увогуле ви чому ви це збираєтеся робити, чому збираєтеся підтримувати? Тому що я солідарний. Треба показувати приклад. Тому я тут. Ці важно вот эта солидарность, про яку ви кажете? Це важно, наскільки це важно? Я думаю, що це вельми важливо. Особливо зараз, коли ти тунеядці всі марші, і які сидять там на канапах, чекають чогось. Треба самим виходити, нечто робити, і не чекати. Так що всіх запрошую там долучатися. Дякую. Слушай, становится больше темно, уже на объездной дороге включились ліхтари, включились у окнах домов так само світло. Тим не менш, ніхто не розходиться, і не розходяться самі навіть будівники. От вони стоять на пляцовці, не збираючися згортувати працю. Дивновата ситуація, але тим не менш, от так є.
Штаны. Лифтерня проносил. Бетон мы залили. Сегодня тут нету смены. Это значит, что трансляцію з пляцоўкі, будаўнічай пляцоўкі каля урочышча Курапаты, дзе ўзводзіцца офісны будынак. І ад першага дня яго пабудовы ўжо цягам 4 дзён трывае акцыя пратэсту мясцовых жыхароў, грамадскіх актывістаў. Людзі спрабуюць прыходзіць, выказваць свае меркаванні, яны абураюцца, што будова распачалася без іхняй згоды, што людзі сабралі каля 600 подпісаў супраць, але іх ніхто не пачуў. Тым не менш, актыўна вядуцца працы, і актывісты Маладога фронту больш за суткі пратрымаліся з намётам тут унутры гэтай будовы, на будаўнічай пляцоўцы, але сёння іх там гвалтоўна адтуль выдалілі, і іхні намёт, які там стаяў. Зараз гэты намёт стаіць літаральна праз некалькі метраў ад гэтага будаўнічага плоту. І актывісты збіраюцца працягваць эту вахту, эту акцыю пратэсту, спрабуюць не дазваляць будаўнічай тэхніцы заязджаць на тэрыторыю, выязджаць. Збіраюцца дзейнічаць зараз, паколькі з будаўнічай пляцоўкі цалкам выдалілі, іх няма іншых шансаў заставацца тут і спрабаваць неяк выказваць свой пратэст. Тут сабралася вялікая колькасць жыхароў, але ўжо больш за 2 гадзіны людзі пратрывалі тут на месцы. Некаторыя з малымі дзецьмі нават яны сышлі, але прыходзяць іншыя людзі. Адны сыходзяць мясцовыя, іншыя прыходзяць. Поэтому мы спрабуем размаўляць з гэтымі людзьмі, што яны кажуць, якое іхняе стаўленне да таго, што адбываецца. Яшчэ не сустрэлі мы такога стаўлення, калі б хтосьці сказаў, што да, гэта правільна і гэта добра. Людзі абураюцца не толькі, што парушаецца іхні нейкі там экалагічны камфорт ці супакой, але і тое, што будова вядзецца побач з урочышчам Курапаты, на зоне аховы, якая калісьці нядаўна зусім была зонай аховы, зараз яна ўжо не з'яўляецца такой, што ўсё гэта робіцца незаконна. Тут побач са мной мясцовы чалавек. Добрый день. Я перепрошую, мы журналисты и ведем репортаж отсюда, с этого места. Я так разумею, вы мясцовый человек, вышли погулять с собаком, так? Да, гуляли с собакой. Сейчас, видно, будет сложно гулять. Здесь 10 тысяч. Посадят тут этот дом. Что думаете про это? Что думаем?
Строительная мафия, уже и президент говорил об этом. Вот. Там, где есть клочок земли какой, лезут и никого не спрашивают. Говорят, что народ решает все. Ничего не решает народ. Вы видите, что делается. Там перекопали, тут уничтожили лес. Им наплевать на то, что там он куропатый. Вот. Что вы думаете про это? Что вы думаете про то, что побач куропаты, побач будова, побач домы ваши, что? Это преступление. И вот поэтому в Беларуси мы так плохо живем. Потому что там уже 40 лет почти как принято постановление. И до сих пор никакого ни памятника, ничего нету. Открывали по Беларуси другие места захоронения. Их уже там облагораживают и памятники ставятся. Здесь 40 лет не ставят ничего. А вы пройдите, просмотрите, какая река туда течет в Куропатов. Вот будете, пройдите, посмотрите. Там река, а ведь там захоронение. Там река уже сколько-то дней течет. И все это туда в Куропатов. Чому так відбувається, як ви думаєте? Чому от є постанова державна, яка не виконується, пам'ятник вшанований? Що за цим стоїть? Чому? Ну, я считаю так вот, что деньги решают все. Как не боремся, как мы не говорим об этом, деньги все решают. Проплачено, схвачено и все. Документов нет, никому ничего не надо. Скажіть, будь ласка, от як би ви порівняли ситуацію от у різні періоди життя? Ви чоловік вже у возрасті стали, так? Бачили різні системи політичні, що ли, так? Совєтський Союз і так далі. Там. Коли було простіше, легче жити, от зараз і тоді? Да, было легче жить. Мы как-то чувствовали, что, ну, хоть немножко, но о людях думают. Ведь я очень хорошо помню войну, я в оккупации жил. Вот. И после, вот, как мы отстраивали все это. А теперь пришли новые, все уничтожают. Все уничтожают при Советском Союзе. У нас здесь построили. Здесь самый хороший был район, Зеленый Луг. А сейчас его надо переименовывать. Пустыня. Пустыня какая-нибудь, я не знаю. Ви кажете, що корупція, але у нас в Україні що коррупция страшная, и притом ее вряд ли выведут. Чому? Потому что она сверху и донизу. Максима за цим щось зробити? Як ви думаєте, це Максима, як ви кажете? Ну, пока у нас такое организация, такое нам управление, такая у нас, грубо говоря, власть. Поэтому ничего не сделать. Пока это все здесь. Само собой? Да. А Максима само собой? Ну, мы будем жить, вот мучиться вот так вот. Будут это всякие указы, там, то тунеядцев, то безработных, то еще так вот и будет. Я не вижу другого выхода. У нас так мы опустились низко, что я не верю, что мы... Але чому? Як ви думаєте, чому? Як от можна було, як ви кажете, опуститися низько? Чому? Таки не удали народ, ці що? Потому что народ у нас терпит, молчит. Терпит и молчит. И его никто не слушает. Не слушает его. Гонят на выборы, строим. Ну, те, кто в погонах, то строим. Здесь... Змінять треба таку ситуацію? Менять нужно обязательно. И как можно раньше. Хотя мы отстали уже на десятки лет. Это десятки лет потребуется. Дякую вам велике, дякую. Всього добра. От таке міркування місцевого жихара, який тут прийшов прогулятися літерально
со своим хатним годованцем, собаком. Я думаю, она там по-другому пятницы на Тим часом застаються тут ще молодіни, які по-ранішому збираються заставатися тут на вахту, Ну і більше таких активних дій поки що не відбувається. На початку цього сходу, стихійного сходу, коли люди зібралися, щоб виказати своє міркування, люди спробовали нават расчыніць гэтыя вароты і не дазваляць будавацца. Ну, але ў гэтую хвіліну ніякіх такіх дзеянняў. Будаўнікі раскрываюць агароджу, каб прыняць чалавека. Гэты чалавек цягам гэтых дзён, якіх адбываецца гэта будоўля і пратэст, гэты чалавек фільмаваў усе падзеі на камеру. Зараз ён заходзіць сюды з пакункамі ежы. Говорите, знаете, воспитанный человек. Так моцна закруцілі вароты, каб іх не раскрылі актывісты, што ледзьве здолелі адкрыць, каб запусціць чалавека з прадуктамі. Ну, як бачым, выглядае на тое, што будаўнікі застаюцца тут на ноч. Яны застаюцца ў спецвопратцы, яны не мяняюць, яны не выходзяць за агароджы. Ну і вось гэты чалавек занёс прадукты з харчаваннем. Таму выглядае, што яны, прынамсі, будуць заставацца, але невядома, ці будуць будаваць. Ну, один з ментов, Я нагадаю ще, што цягам гэтых 1,5-2 гадзін, як адбываецца гэты стыхійны сход грамадскасці, грамадскіх актывістаў, мясцовых жыхароў. Цягам гэтых 2 гадзінаў людзі пісалі дыктоўку. Гэтая дыктоўка была урывак з артыкулу Зянона Пазняка і Еўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». В этой дыктоўцы гаварылася пра месца Курапаты. Ну, такая была сімвалічная акцыя падтрымкі і сімвалічная акцыя пратэсту. Разойдитесь, дайте развернуться. Мы уезжаем назад на территорию. Зараз будаўнікі спрабуюць запусціць на сваю тэрыторыю гэты кран, гэтую тэхніку, якая робіць свідаравіны і раскрываюць сваю агароджу, якая вельмі шчыльна агароджаная.
Подымет, подымет. Почему без краски работала? Фотографируйте человека без краски, он работает. Куда вы убегаете, мужчина? Наверное, пьяный. Мы завершаем нашу трансляцию тут от Куропату, от Будовничьих конструкций, где находится помешание офис городского офиса, где который день триває акція протесту громадських активістів і місцевих жителів супроти проведення будівництва этого будинку побач з урочищем Куропати. Сьогодні тут збиралася велика кількість місцевих активістів, громадских активистов. Люди писали диктовку. Урывок с артикула Зенона Поздняка Евгена Шмигалева «Куропаты. Дорога смерти». Это такая акция, моральная акция подтримки протестовцев. Сегодня, ввогуле, день был насыщенный вельми подеями. Ще з самого ранку активисты Молодого фронту, будовники вигнали зі своєї пляцовки, вони викинули їхній намет, але молоді люди не розгубилися, вони усталювали цей намет за кілька метрів від цієї будови і заявляють про те, що вони збираються залишатися і тривати цю вахту. І будуть спробувати не дозволяти працювати будівничій техніці. Чи буде працювати вона уночі, невідомо, будівники працюють залишатися. Активисты так само протягивают оставаться. Все это отбывается под пильным контролем сотрудников спецслужб. Их тут великая колькость. Мы ж обещаем, что будем рассказывать про развитие подеи на нашем интернет-сайте, на социальных сетках на сторонці Радіо Свобода. Тому усім небояковим людям, хто цікавиться цією ситуацією, хто небояковий, хто хвилюється, будь ласка, слідкуйте за нами. Мы будем рассказать про все подеи, а на эту хвилину мы будем развитываться. Активных дій пока что не отбывается. Як они будут развиваться, этой подеи, мы будем поведомлять. С вами была Галина Бакончик. До побачення.